что любой губернатор и мэр получит в свое распоряжение дубинку, которая сможет распоряжаться как хотят. С учетом состояния наших судов, нашего судоприменения и судопроизводства, навесить на человека колоссальный штраф, который может его просто лично погубить, не составит ни малейшего труда. А если к этой статье прибавить статью по экстремизму, то можно из решетки. Вот и все. Конечно, все это законодательство, естественно, идет в ущерб профессиональной работе журналиста. С моей точки зрения, ведь других двух мнений нет, и это единое мнение и союз журналистов, и других организаций, которые заботятся о том, чтобы журналисты работали профессионально и приносили пользу стране. Это, знаете, отражение торжества ведомственного интереса над общегосударственным. Что у нас происходит в стране? У нас ведомства различные приватизировали государство. И делают все, что в интересах этого данного ведомства. И некому абсолютно позаботиться об интересах государства в целом. Вот это беда нашей страны. Каждое ведомство протаскивает то, что этому ведомству или руководителям этого ведомства нужно и важно сейчас. Страдает страна. Еще очень больной вопрос – будущее регионального телевидения. Как будем жить? И будем ли жить вообще? Ну, это отдельная беседа, да. Она выходит за рамки наших чисто профессиональных задач, это немножко другая, да. Мы его все знаем. Да. Ну что там говорить? А мне кажется, все-таки прорвемся. Нет, мне кажется, понимаете, теоретически... Нет, теоретически даже смешно говорить, потому что человеку необходимо телевидение, у него думать. Это 100%. Меня прежде всего интересуют новости у меня за окном, на моей улице. Это совершенно очевидно. Поэтому оно, в принципе, конечно, должно быть. Другое дело, что экономическая ситуация складывается, политическая тоже. Большого интереса ни у кого к этому нет. Наоборот, прилагается усилия к обратному. Это верно. Но будем надеяться, что все-таки догнать до конца не удастся. Счастье наше состоит в том, что у нас все идиотские законы, как правило, до конца не исполняются. И все сыграют. Ну, в этом есть некая позитив. Ну, Москва очень хочет, чтобы смотрели только московские новости. В Москве, я бы ответил, что Москву это совершенно не интересует. А вообще, вы думаете, что кто-то сидит об этом думает? Просто никого не интересует. Они в пробках ставят. Они заняты просто совершенно другим. В этом-то и говорю, что беда, что некому думать о общегосударственном интересе. Никто не думает. В Роскомнадзоре думают, как бы меньше у них забот. Совершенно верно. Ну это же, так я говорю, торжество ведомства над интересами государства. Торжество чего? Ведомство. Связиста. Ну что, мы исчерпали. А можно правду прямо сейчас и здесь? У нас сегодня ребята из Улан-Удэ сняли репортаж, да, о нашем фестивале. Вот ваше видение, как должен строиться правильный и интересный сюжет? О том, что 33 города съехались, проводят здесь интересные мастер-классы и так далее и тому подобное, или же о том, что изживает себя фестиваль, потому что работа неинтересная, скучная, и нет интереса журналистам работать. Как? Вы знаете, мне кажется, это ложная посылка, потому что задача журналиста в любом случае... Как-то вот непонятно. Вот если у нас работа все скучная, неинтересная. Это со слов... Да, я вот здесь у нас лично. Но это нет, понимаете, это не... Я так не сказал. Не надо, это неправильно. Я так не сказал. Я сказал о своих впечатлениях от просмотра большого количества работ на различных фестивалях. Я сразу предупредил, что я не могу отзываться о работах, представленных здесь, Ну да, потому здесь что... очень продумано. Нет, Поэтому ни слова о работах показано. Ребята, будем честны, Слово. ярких работ всегда меньше, чем однообразных. Согласны с этим? Согласны. Вот об этом шла речь. На самом деле, но не о ваших все работы там. Ни слова об этом не говорю, это первое. А второе, понимаете, какая штука? Хвалить и поощрять будем победителей потом. Это самое простое и несложное. Надо говорить о том, что не получается. Понимаете? Говорить о том, что получилось уже замечательно, это уже есть. Как сделать так, чтобы получалось дальше, вот это забота. Понимаете? Это же главное. И только об этом нужно говорить. Получилось замечательно, пожмем руку, поздравим, человек счастливо поедет домой. Как сделать, чтобы получалось у всех? Это же заглавие. А про сюжет я сказал, у вас ложная посылка, потому что она предполагает, что
некое свое мнение журналиста, он не должен. Он должен рассказать и представить различные точки зрения. Спросить руководителя фестиваля, спросить вас, и представить две точки зрения, а на самом деле еще несколько. Да. Вот так должен был выглядеть сюжет. Потому что на самом деле, вот я вам сразу скажу, это не только в этом городе, это во всех городах, где проходит фестиваль. Подходят журналисты, и у всех один вопрос. Почему фестиваль в нашем городе? Что вы можете сказать про свой фестиваль? Сколько городов? Все. Как будто совершенно ничего нет. Единственный вопрос, который вот поверх нас просто в хохот, это было в Салихарде, когда мы сошли с трапа самолета, они решили встретить жюри прямо у трапа самолета. Выпустили журналистов, все, мы выходим, к нам подбегает такая девчушка, микрофон нам в зубы, и тогда был Кузнецов, Георгий, да. Она ему микрофон прям раз. Цель вашего визита. Трап самолет, он говорит, какой-то сумасшедший дом. А вы знаете, кто мы? Она, ну да, вы жюри фестиваля «Моя провинция». Так как вы думаете, какая же цель нашего визита тогда? Вот настолько, о чем это говорит? И он потом об этом говорил на своих мастер-классах. Это говорит о стереотипах, о нежелании думать. О нежелании найти какой-то что-то оригинальный вопрос. Вы спросили, как искать темы? Я могу поделиться, как я их ищу. Я ищу то, что мне интересно. Вот что происходит в городе, меня это затрагивает, как жителя, как гражданина. Я бы это смотрела и слушала. Я иду, тогда делаю этот сюжет. Вот, и вы знаете, я чаще всего попадаю, потому что я такой же человек, как и все. И все начинают это обсуждать, говорить. Вот в этом есть принцип. Можно ли вообще не делать, там, скажем, сюжетов, которые тебе говорит главный редактор? Нет, конечно, это тоже необходимо делать. Но тут опять вопрос, как это сделать, правда? Вот о чем говорил Леонид. Мы вчера только говорили о том, что научить талантливым быть нельзя. Талантливого научить можно. Поэтому здесь очень много зависит от призвания и от желания. Когда неохота и пошла халтура и говорящие головы с экрана, надо, тебе говорит редактор, мне 5 сюжетов по 3 минуты. Вот человек сидит, что же мне сделать? О, сейчас вот это мне 2 слова, это скажет. Сейчас пойду к директору театра, пойду там к директору СЭС, поставлю микрофон и сниму говорящие головы. И я вроде что-то сдал, да? Вот из этого получается стереотип. Вот о чем речь. Когда вы не надумываете тему, чтобы забить эфир, а когда вы живете этим. А зачастую у них получается, я его слепила из того, что было. Такое тоже бывает. Так возьмите меньше времени эфирного под новости. Сделайте меньше новостей, чтобы не лепить тоже, действительно, не выдумывать. У нас, знаете, даже один раз был случай. Ко мне пришли и говорят, нету новостей. Но по концепции даже, у нас вообще ничего не происходит. Говорю, идите придумайте. Как придумать? Это очень просто. У нас на почте тоже стоит до сих пор памятник Ленина. Вот, и никто не дает его трогать. Это редикулно. Я говорю, пойдите скажите, что памятник Ленина переделают в памятник Пушкину. Ну, я пошутить, но вот вы так думаете. Вы что думаете, это был самый запойный вообще сюжет. Город весь обсуждал. Через месяц меня спрашивали, когда же памятник Пушкину поставили? Я говорю, так это было предположение. Ну, на самом деле, это шутка, но вот... Меня когда я только начинал, один коллега замечательно учил. Вот хотите, сейчас прям придумаю тему для статьи. Я говорю, какую? Идет дождь в Москве. Он говорит, вот ты понимаешь, вот идет дождь, он смывает с тротуаров что-то, это что-то попадает в Москву-реку. А знаешь, что есть лаборатория, которая изучает поверхностный сток воды? Иди сходи и узнай, что происходит с Москвой-рекой, когда идет дождь. Стояли на улице. Шел дождь. Ну что, мы явно исчерпали время. Всем большое спасибо за терпение.